Что ждать от курсов валют в будущем? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая названа точная дата рекордного подорожания доллара. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Доллар может подорожать после заседания представителей Федеральной резервной системы, которое запланировано на 3 ноября. Об этом в беседе с агентством Prime рассказал аналитик Андрей Маслов. Сокращение программ покупки гособлигаций ускорит рост доходностей. Таким образом, долларовые ценные бумаги станут выгодным вложением, что подогреет спрос на американскую валюту, считает специалист. Владимир Владимирович отдельно остановился на растущем госдолге США как факторе, подрывающем доверие к американским деньгам. Растет государственный долг США. В очередной раз сейчас Конгресс принял решение об увеличении потолка государственного долга. То есть это что такое? Эмиссия. Что такое эмиссия? Это рост инфляции. И впервые, наверное, в истории инфляция в США растет такими темпами, как давно уже не было. Это уже экономические причины, которые так или иначе все-таки подрывают доверие к валюте, отметил российский президент. Если на ноябрьском заседании Федрезервов действительно объявит о сокращении количественного смягчения, доллар может значительно укрепиться, подчеркнул Маслов. Аналитик посоветовал покупать иностранную валюту в течение следующих 2 недель. На сокращение программ уже указывает рост доходности казначейских облигаций. Маслов отметил, что на данный момент евро остается стабильнее доллара, а валюта намного лучше пережила 2 года пандемии коронавируса. А как вы относитесь к таким прогнозам? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Портал Хабр-7 отдельно подчеркнул мысль президента РФ: «Американцы пилят сук, на котором сидят, когда безудержно печатают бакс». ЕЦБ быстрее начнет нормализацию денежно-кредитной политики, чем тот же ФРС, скорее наоборот, указал специалист. Сейчас доллар продолжает понижаться из-за глобального энергетического кризиса, роста инфляции и слабой динамики промышленного производства. Такая ситуация вызывает тревогу из-за излишнего оптимизма на рынках, заключил Маслов. Есть мнение, что широкое использование крупными экономиками некой новой недолларовой валюты, обеспеченной желтым металлом, убьет доллар как средство накопления и взаиморасчетов. Дескать, РФ и КНР, а также примкнувшие к ним страны, готовят денежный дворцовый переворот. А вы согласны с его мнением? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!